35 тысяч километров на велосипеде. После двухлетнего путешествия по России и странам Юго-Восточной Азии чебоксарец Никита Васильев вернулся домой. Причем не один, а с девушкой. Она родилась в Сибири, но корни говорит чувашские. Когда осенью 2015 года Никита уезжал из Чебоксар, его провожали только родители и друзья. А встречали велосипедиста уже журналисты, члены велоклуба «Солнце на спицах» и все, кто по интернету следил за маршрутом нашего путешественника. Большое восточное кочевье — так назвал свое путешествие Никита Васильев. 2 года назад велосипедист выехал из Чувашии. Путешественник побывал на Алтае, Монголии и Казахстане. На двухколесном коне добрался до Вьетнама, Китая и Тибета. Привет, Чувашия! На горизонте родной город. До Чебоксар осталось меньше 20 километров. На границе с республикой Мариэл 25-летнего путешественника встретили родные и те, кто все это время пристально следил за жизнью велосипедиста. Последние километры они проехали вместе с ним. Вечером сидел уже перед костром, смотрел на другой берег Волги. Уже понимал, что 2 года эпопеи восточной позади. Вот, вспоминал все моменты. На велосипеде Никита преодолел более 35 тысяч километров. Своими впечатлениями он делился в социальных сетях. Активно вел видеодневник, рассказывал о далеких странах и о быте местных народов. Нередко в пути случались и непредвиденные ситуации. Например, при пересечении китайской границы Никите пришлось поволноваться. Продержали меня около 9 часов. Заставили меня расписаться, что я типа буду каждые 24 часа регистрироваться. Даже дождливая погода для Никиты Васильева не повод отсидеться в палатке. В день путешественник преодолевал около 100 километров. Велосипед, который вместе с грузом весит 47 килограммов, выдержал все тяготы пути. Хотя в Китае он все-таки заортачился. Начались проблемы с колесами. Не грусти, сейчас колесико сделаем, поедем дальше. Хотя велосипедист и признается, что самая вкусная похлебка получается в котелке, а сон слаще в палатке, от помощи местных жителей он не отказывался. Добрые и отзывчивые люди делились и едой, и кровом. Больше, наверное, понравилось, если брать Среднюю Азию, Таджикистан. Очень понравились люди, гостеприимные очень люди и природа. Высокие горы, Памира, Алая, Памира. Зимние, тем более, очень впечатляющие. В Юго-Восточной Азии мне понравился Вьетнам своей природой, тоже и людьми, и природой, то есть все сочетается. На обратном пути к гордому одиночеству Никиты пришел конец. В Сибири к нему присоединилась спутница. Больше года назад, когда велосипедист только начал свое путешествие, в Новосибирске он познакомился с Анастасией Сафоновой. Радиожурналист пришла брать у него интервью. Завязалась дружеская переписка, и молодые люди решили путешествовать вдвоем. Первые совместные 3000 километров уже позади. Особой подготовки спортивной, физической у меня не было. Мы просто поняли, что все равно к такому путешествию подготовиться можно только в путешествии, потому что группы мышц определенные задействуются. И, просто в моем темпе ехали первое время. Конечно, бывали сложности, очень болели колени, очень болели мышцы, но это того стоило, я ни разу не пожалела. Теперь молодые люди намерены путешествовать вместе. На зимовку решили остаться в Чебоксарах и подготовиться к большому западному кочевью. Никита даже планирует написать книгу, где хочет поделиться опытом и рассказать о своих приключениях. Вероника Павлова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.